Чич-брич, здравствуйте! Тема занятия – сложные слова. Сложные слова – это слова, имеющие в своем составе два и более корня. Например, кочышпи. Если перевести по словам, получается кошка и дитя, а в переводе обозначает котенок. Палыш – пу. Палыш – рябина, пу – дерево, а в переводе обозначает рябина. Сложные слова пишутся вместе, если в составе слова есть слово «пи», например, кочышпи, пуныпи. Если в составе слова есть слово «пу», например, кышпу, палышпу. Если слова обозначают свое происхождение, например, чургуби. И если слова обозначают цветы, грибы, растения, животные, например, кион, пи, кыш, пу. Сложные слова пишутся через дефис, если это повторяющиеся слова. Ккен, село. Если это слова антонимы, отын, татын. Если это слова синонимы, тодон, валан. И если это слова схожи по значению, щион, юон. Прочитаем, запишем и запомним некоторые примеры сложных слов. Чужанай – бабушка, вутурын – водоросль, пащтурын – перец, нымы-кибы – насекомое, кисло-кусло – рак, бака-куар – мать и мачеха, купанча – лютик. Познакомиться с летней порой в Удмуртии. Летом много праздников, которые отмечают по всей республике. Главные праздники – Гербер и Гронбеттон. Гронбеттон – праздник окончания посевной, а также сенокос был совместным занятием не только семьи родственников, но и всей деревни. Удмурты успевают и трудиться, и веселиться, а также танцевать экто, соревноваться тошацко. На народных гуляниях умельцы демонстрировали свои изделия пулэщ ужьёс, куролэщ ужьёс. И, конечно же, какой праздник без угощения – джук щион. Летом всегда готовятся к зиме, поэтому занимаются собирательством узыборы бичало и меч бичало. Держат пчел, мушкало и продают мед, чечи. Удмурты – трудолюбивый народ, который успевает и веселиться, и трудиться. Тау кылдышкемдылы джечлы.